Здравствуйте, вечерний эфир ТНВ продолжает программа «Вызов 112». В студии Рамиль Галиуллин. О самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. Сегодня мы расскажем о форсаже легковушки, завершившемся под грузовиком в Бавлинском районе. Встречка, скорость и 300 погибших на дорогах с начала года. Предварительно засол за рулем. Покажем последствия двух наездов. В Нижнекамске на больничной койке оказался дед. В Казани – ребенок. Водитель может не увидеть вас ослепленным светом фар. Также в этом выпуске конфискация «Тойоты» за пьяную езду и поход на дачу, который оказался последним. Все это прямо сейчас. 48-летний мужчина погиб в аварии в Бавлинском районе. Фура и Рено столкнулись на трассе М5, недалеко от города Октябрьский. Момент трагедии зафиксировал видеорегистратор многотонника. На кадрах видно, как легковушка едет по встречке. И в какой-то момент она меняет направление и оказывается под грузовиком. Иномарка разбилась полностью. Фура едва не опрокинулась в кювет. Она притормозила после удара в отбойник. Водитель Рено скончался на месте. Автоинспекторы установили, он не соблюдал скоростной режим. Напомним, страшное ДТП накануне унесло жизни сразу 4 человек в Арском районе. С начала года в республике произошло больше 3000 аварий с пострадавшими. В них погиб 301 человек. Предварительно засол за рулем. Уважаемые автомобилисты, водители, огромная просьба, чтобы оценивали свое самочувствие в нужный момент, останавливались, отдыхали. Мама с ребенком пострадали в аварии на Сибирском тракте в Казани. На пересечении с Пионерской не поделили дорогу два внедорожника. По предварительным данным, водитель Ауди во время поворота налево не уступил Фольксвагену. Последнего отбросил на тротуар, а предполагаемого виновника развернуло. С подозрениями на травмы их доставили в больницу. Она начала выезжать, я не успел, ни затормозить, ничего. Уже начал уходить от удара и вот сюда съехал, получается. Здесь людей и не было, слава богу, никого не задел. После удара Volkswagen отбросил на тротуар. Водитель внедорожника рассказал, повезло, что по нему в тот момент не шли люди. Иначе пострадавших могло бы быть больше. С его слов, он ехал с женой и дочкой по Сибирскому тракту. Однако вместо уютного вечера в кругу семьи случилась авария, и его супруга с годовалым ребенком попали в больницу. Ребенок у меня был с женой. Жена предварительно нос сломала, ребенок вроде как здоров. С его слов, медики доставили малышку и маму в ДРКБ. Тем временем на месте автоинспекторы устанавливали картину произошедшего. Предварительно водитель Ауди, совершая поворот налево, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen. На развороте стояла девушка, стояла, никуда не ехала, мигал оранжевый. Тут я согласен, с какой-то степени, нарушил. Дальше, получается, я уже увидел, что она начала выезжать. Не мог ничего поделать, уже затормозить бы не успел. И начал уходить от удара уже собственно, в эту сторону. Обе машины были серьезно повреждены и оказались не на ходу. Покинуть место ДТП они смогли только на эвакуаторе. Сотрудникам автоинспекции сейчас предстоит составить всю картину происшествия и установить, кто прав, кто виноват. Написала меня Анвар Шарифуллин, вызов 112. Поплатился за то, что ездил нетрезвым за рулем. Тукаевский районный суд вынес приговор 70-летнему жителю деревни Суровка. Его признали виновным в пьяной езде. По версии следствия, 9 октября его остановили автоинспекторы. Хотели проверить документы, но от водителя исходил запах алкоголя. Медосвидетельствование подтвердило сомнения правоохранителей. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ и конфисковали «Тойоту» в доход государства. В Набережных Челнах госавтоинспекторы продолжают ловить пьяных водителей благодаря телеграм-каналу. Анонимно сообщения присылают жители города. Накануне задержали 33-летнего водителя. Инспекторы выехали на место и остановили машину. На мужчину составили протокол. Как говорят в ГАИ, сообщить о правонарушителях можно не только по телеграм-каналу «Пьяные водители Набережные Челны», но и позвонив по телефонам дежурной части 112 и 02. Эти же номера действуют и по республике. В отношении водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Управление транспортным средством с признаками опьянения. От медосвидетельствования отказался. Автомобиль помещен на специальную стоянку. После чего сам гражданин был доставлен в отдел полиции Автозаводский для дальнейшего разбирательства.
В криминальной хронике минувших суток есть и Нижнекамск. Здесь 72-летнего мужчину с серьезными травмами госпитализировали после наезда. На улице Вокзальная он попал под колеса «Лада Гранта». Автоинспекторы выяснили, отечественный автомобиль ехал со стороны Корабельной, не снизил скорость перед пешеходным переходом и наехал на человека. Мужчина ударился об капот, пробил лобовое стекло, затем его отбросило на крышу. И только после этого он упал на землю. На место тут же были вызваны экстренные службы. С подозрением на множественные травмы его доставили в БСМП. Не знаю, сейчас, может, есть светофоры, тогда не было. И они мчатся, они вот прям напрочь сбивать пешеходов. Все. Вот при мне это было вот 2 раза. Идет мама молодая, значит, еще нет зеленого света с 2 детьми. Ну, бежит, все благополучно. А если бы она поскользнулась, она, естественно, сама упала, и обоих детей. А где уверенность, что на ее не наедут? Обращаемся к водителям. При приближении к пешеходному переходу заранее снижайте скорость или остановитесь, чтобы пропустить пешеходов. Пешеходам необходимо помнить, что водитель может не увидеть вас ослепленным светом фар, а также при неблагоприятных погодных условиях. 9-летний мальчик чуть не попал под машину в Казани. Опасный момент на улице Табеева зафиксировала камера очевидца. Видно, как мальчик выбегает на проезжую часть и со всей силы ударяется об иномарку. Школьник, который спешил после учебы домой, в итоге отправился в больницу. У него травмы. После оказания помощи ребенка отпустили. Установлено, стаж водителя 20 лет, но и это не уберегло от аварии. С его слов, ребенок выбежал неожиданно, и обзор закрывала припаркованная машина. Степень вины будут устанавливать сотрудники ГАИ. На пожаре в Набережных Челнах погиб пенсионер. Трагедия произошла в садовом обществе гидростроителей. Увидев, как полыхает бревенчатый дом, очевидцы позвонили на единый номер вызова экстренных служб. Садовый дом и баня были полностью объяты пламенем. Пожар потушили на площади 17 квадратных метров. И во время разбора конструкции обнаружили тело 67-летнего мужчины. Предварительно причиной огня стало замыкание проводки обогревателя. Гололед всю эту неделю обещают синоптики. Кроме этого, на дорогах возможны снежные накаты. Возможно, занос и вызвал аварию на улице Васильченко в Казани. Здесь развернула ВАЗ-Патриот. Он протаранил «Ладу» 14 модели, которая стояла в этот момент в пробке. В результате разбившиеся автомобили создали еще больше затор на дороге. Я стою, и он влетает. Водитель «Лады» 14 модели рассказал, на улице Васильченко в самый час пик образовалась пробка. Он стоял в плотном потоке машин и ждал, когда начнется движение. Но в этот момент в него врезался УАЗ-Патриот. Сильный удар пришелся в заднюю левую дверь легкового автомобиля. Водитель внедорожника рассказал, почему не смог избежать столкновения. Просто ехал и меня начало кидать, развернуло вот так. Вот гололед. Я свою вину признаю, я не отрицаю. С его слов, он пытался выровнять машину, но не справился с управлением. Водители отправились фиксировать ДТП в центр оформления. Так как водитель внедорожника вину признает, пострадавшему, видимо, ремонт оплатит страховая компания. А свой автомобиль ему придется восстанавливать самостоятельно. Алена Струминская, Анвар Шарифуллин, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии был Рамиль Галиуллин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.